300 коллективов, более 400 номеров. Всероссийская олимпиада искусств собрала тысячи участников со всей страны. Только хореографических ансамблей более 200. И лучшие из лучших солисты СИК. В личной копилке Мадины Мистоевой около 100 благодарственных писем, дипломов и грамот. И более 60 кубков и медалей. Но это особенное. Мне именно было приятно получить этот гран-при, потому что мы первый ансамбль, который за всю историю Ингушетии получили гран-при на Олимпиаде, где было 200 коллективов. Мы получили высшее место. Конкурс проходил в онлайн-формате. 30 солистов ансамбля СИК выступили в народной номинации смешанной категории. Олимпиада проходила в конце января. Параллельно с ней в Крыму и состоялся международный фестиваль искусств «Звездное Рождество». СИК решил не ограничиваться одним конкурсом. И здесь ансамбль наградили дипломом первой степени в народной номинации. Мария Дзаурова с волнением слушала судейское решение. Основным мероприятием для нас была Олимпиада, но больше я переживала за фестиваль, так как там было зрительское голосование. И мне очень было интересно узнать мнение зрителей о нас, о нашем танце. Год не успел начаться, а у ансамбля в копилке уже 3 награды, гран-при и 2 грамоты первой степени. Результат месяца уже превзошел итоги прошлого года, где СИК успел поучаствовать только в 3 конкурсах. У СИК большие планы на будущее, особенно на 2021 год. Сейчас солисты ждут открытия Дома культуры, так как из-за пандемии репетиции пришлось прервать. В этом году их ждет фестиваль ЮНЕСКО с участниками более 250 стран мира. Так как мы должны уже 15 числа выходить на работу с детьми и будем готовиться уже к очному выезду, который состоится уже в ближайшее время весной на суперфинал международного фестиваля ЮНЕСКО. В нашей республике от нас только мы будем принимать участие в этом фестивале. Это будет впервые ингушский коллектив примет участие именно в организации ЮНЕСКО. Большая пауза в репетициях может сильно повлиять на дальнейшие результаты, но руководство ансамбля уже разработало план подготовки, чтобы быстро вернуться в форму. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.